Хвала Аллаху, и да благословит Он пророка Мухаммада, сына Абдуллы, его сподвижников и последователей. В Коране сказано: «Клянусь предполуденным временем и ночью, когда все успокаивается, твой Господь, о пророк, не оставил тебя и не гневается на тебя, и будущая жизнь гораздо лучше для тебя, чем настоящая. И, разумеется, твой Господь дарует тебе так много, то ты будешь доволен. Разве Он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют? И Он нашел тебя не знающим пути шариата и затем наставил, и Он нашел тебя нуждающимся, а затем освободил от нужды. Поэтому, что касается сироты, то не притесняй его, и что касается просящего, не отгоняй его. И что касается даров твоего Господа, то рассказывай об этом». Отец пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ушел из жизни, когда его жена была на 2-м месяце беременности. А в 6-летнем возрасте он потерял мать. Пророк, алейхиссаляту вассалям, родился сиротой. Он никогда не видел своего отца и остался без матери на первом этапе своей жизни. Аллах пожелал, чтобы среди всех пророков только Мухаммад был сиротой, показав всему миру, что в отсутствии обоих родителей Он сам направлял его. Что именно Аллах дал ему это благородное пророческое воспитание. Как известно из биографии пророка, алейхиссаляту вассалям, его мать умерла, возвращаясь от дяди отца пророка из Медины. Айман, которая сопровождала его, рассказывала, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, плакал и спрашивал: «О, Барака, что случилось с моей мамой?» Она крепко его обняла и отправилась с ним в Мекку. Его сиротство демонстрировало особую заботу Бога о нем. Также уроком для всего человечества было и то, что во времена, когда милосердие все меньше ценилось, сироты поверили пророку, алейхиссаляту вассалям, и между ними была какая-то особая связь, поскольку он сам был сиротой. لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح لصاحبها باب صلة خاصة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتيما. Сирота автоматически входил в одно особое общество с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы получить пользу и следовать за ним. И только сироты разделили эти привилегии с пророком, алейхиссаляту вассалям. Разве не нашел он тебя сиротой, нуждающимся в том, чтобы кто-то заботился о тебе? И не приютил ли он тебя, поселив у того, кто хорошо заботился о тебе? Это приблизило его ко Всевышнему. Не нашел ли он тебя бедным, нуждающимся в имуществе, и не обогатил ли тебя тем, чем наделил тебя? В арабском языке странник, скиталец – это человек, сбившийся с пути. Другое же значение – человек, который что-то ищет, истину. Не нашел ли он тебя бедным, нуждающимся? Это, как ни странно, человек, ищущий истину во время поклонения в пещере, до откровений. Не нашел ли он тебя нуждающимся? Это значит, усердно ищущий Бога. То есть он направлял его к тому, кто создал его. Пророк был таким благодаря особому покровительству Аллаха, которым он наградил его с младенчества. Он никогда не поклонялся идолам, хотя в то время так поступало большинство. Даже до откровений пророк, алейхиссаляту вассалям, никогда не лгал. К нему всегда обращались как к человеку надежному. И после откровений враги пророка, алейхиссаляту вассалям, обвиняли его во лжи, на что другие отвечали: «Как вы можете называть его лжецом, если сами же называли его надежным?» Эта честность была воспитана в пророке, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышним. Не нашел ли тебя он бедным, нуждающимся в имуществе, и не обогатил ли тебя тем, чем наделил тебя? То есть он направлял его к истине. Он никогда не был лжецом. Наоборот, в ночь хиджры в Медину, когда Аллах позволил ему покинуть Мекку, он был серьезно ранен. Он оставил в Мекке своего двоюродного брата, Али ибн Аби Талиба, чтобы вернуть людям принадлежавшие им вещи. Те, кто в течение дня всячески вредили ему в Мекке, вверяли ему все свое ценное имущество. Так они проклинали его днем и вверяли ему свое имущество ночью.
Просьба пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к двоюродному брату показывает лишь его надежность и неисчерпаемую к нему благосклонность. Когда Аллах сказал: «И клянусь, что Аллах одарит тебя добром как в этой жизни, так и в жизни будущей, пока ты не будешь доволен». Имам Джафар ас-Садик, потомок пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что он, пророк, алейхиссаляту вассалям, не будет доволен, если хоть один из его последователей окажется в аду. К ним не относятся те, кто прожил скверную жизнь и отвернулся от милости Всевышнего. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не будет доволен ими, когда их накажут в загробной жизни. Все это реалии искренности, надежности, заботы о сиротах и их счастья, которые должны знать, что Всевышний заботится о сироте, так как Он выбрал пророка, алейхиссаляту вассалям, лучшего из его созданий. Мы просим Аллаха о Его покровительстве и щедрости. Мир и благословение Аллаха нашему господину, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Хвала Всевышнему Господу миров.